Дело в том, что как она из Петропавловской крепости попадает и публикуется в нескольких томах, нескольких книгах журнала «Современник». Александру Николаевичу передает Николай Гаврилович, значит, рукописный вариант. Что делать? Александр Николаевич передает Некрасову, а тот, к сожалению, в определенный момент, такая детективная история, ее теряет. И однажды он понимает об этом, что потерял, пишет заявление в полицию. Тут публикуется такое объявление нашедшему, значит, вознаграждение. Рукопись находится. И в нескольких книгах «Современника» редактор Николай Алексеевич Некрасов публикует, что делать. Таким образом, Свет познакомился с романом Чернышевского. Но хочу сказать, что тоже было это все сложно. Один цензор не заметил, другой не увидел, третий посчитал, что первые два ничего пропустили. Таким образом была разрешена публикация этого романа. Тем более, что Чернышевскому, пока он находится в Петропавловской крепости, ничего пока не предъявили. Он еще тогда не был на тот момент государственным преступником. Ну и вот какие образы, да, были использованы, так скажем, в романе. Боков, да, общественный деятель, значит, Иван Михайлович Сеченов, известный физиолог, Мария Александровна Бокова-Сеченова, такой вот треугольник, да, о котором показывает, говорит в романе Чернышевский. Но дело в том, что все эти люди, вот их судьба сложилась все-таки после романа. Поэтому вот как такового образа, прообразы этого романа, который написал Чернышевский, мы до конца не можем сказать, что именно они выступили, потому что... Прототипами, да? Что прототипы, да. Все-таки их судьба сложилась несколько позже. Но тем не менее, эти люди стали жить по... Вот этому, по написанию романа «Что делать?» уже по образу и подобию этого романа. Из предметов, которые представлены в этой витрине, мы здесь с вами видим подлинные часы Чернышевского, которые, скорее всего, на его рабочем столе находились. Они, видите, какие интересные, они и не настенные, и не наручные. Их размер говорит нам о том, что это кабинетные часы на столе находились. И вот такая медная табличка с последней квартиры Чернышевского в Санкт-Петербурге, куда приходил Достоевский, куда приходил Некрасов, Добролюбов. И тогда был не номер квартиры, да, а с табличкой Чернышевский. Открывалась дверь, то есть и тогда же вот Достоевский, этот эпизод описан, что он приходил прям с трясущимися руками, просил Чернышевского прекратить эти вот восстания, волнения студентов, да, поджоги. Чернышевский: ну, милостивый государь, что же я могу поделать? Хотя, видя состояние встревоженное Добролюбова, Чернышевский его успокаивал, трогал по ладони, что, мол, не переживайте, все образуется. Вот. Здесь фотография, значит, Ольга Сократова вместе с сыном Александром. Вот такой была его супруга, вот когда приходила к нему в крепость. Ну и вскоре последовал уже провокатор, но мы его не путаем с Костомаровым, который историк, это был Всеволод Костомаров, который сказал, что он вот носил, обыски, кстати, у Чернышевского были, не нашли печатного станка, а вот сам провокатор сказал, что он ходил в подпольную типографию и носил такой вот, значит, рукописное, написанное Чернышевским бумажечку о том, что крестьяне, чтобы там написать, значит, временно обязаны, на срочно обязаны заменить, якобы Чернышевскому вменялась вот эта прокламация: барским крестьянам от доброжелателей поклон. Акт сличения почерка руки титулярного советника Чернышевского перед вами. И здесь написано, что сходство в 12 буквах, из 25 и так далее. Но не было раньше никакого суда, был тогда Сенат, который вынес такой приговор. То есть Александр II все отдал на откуп Сенату, а он вынес приговор: 14 лет каторжных работ. Гражданская казнь всем запомнилась вот этого, да? Да, 14 лет каторжных работ и поселение в Сибири навсегда. И вот даже, да, гражданская казнь была действительно... Шпагу сломали, что ли, над головой? Или смотрите, это тоже очень так, почему интересно, потому что все-таки это касается судьбы человека. Это газета «Биржевые ведомости» в Санкт-Петербурге за 18 мая. А 19, вот здесь вот вторая, вот она, кстати, вот здесь. 19 мая на Мытнинской площади в 8 часов утра будет произведен обряд гражданской казни над титулярным советником Чернышевским. Дворянство-то у него было приобретено